шокирующие новости для всех. Первое. 17 октября, Международный день зомби. Для всех, для нас прошел как сон пустой. Вторая новость. Еще страшнее. Ребята, во всех этих фильмах все делают не так. Что выяснилось? Значит, мы с вами уже говорили о том, что зомби это что-то из гаитянской традиции, и что люди тогда скорее опасались, что будет работать после смерти, а не то, что их мозг кто-то съест. Но, оказывается, для того, чтобы зомби успокоился, ему не надо стрелять в голову. Голову не надо отрубать. Вообще ничего не нужно делать с головой. Надо его взять ласково под локоточек и отвезти на берег океана. Он там искупается, успокоится и пойдет обратно к себе в могилу. Это же у турнера было. Вот. Так а если океана нет? Правда, у нас океан далековато. И вот настоящий лайфхак все для вас. Я вычитала тоже. Зомби можно просто накормить солью. И все станет хорошо. То есть опять мне спокойного умиротворенного замка, который идет к себе в склепик, в могилку, еще куда. Вот. Да, конечно, скажем, примеров в мировой культуре каких-то непокорных трупов очень много, потому что, наверное, самое первое упоминание это эпоса Гильгамеша, где богиня Иштар зачем-то взывает к мертвым, чтобы они встали и поели всех живых. Книга Иезекииля, опять-таки, я даже выписала название главы. Где же? 37-я песня, 7-8 стих. То есть ребята в Pulp Fiction цитируют бесполезную информацию, ничего нам не сообщающих о предмете наших сегодняшних размышлений. Вот, но, итак, то есть, в принципе, впервые, наверное, само слово «зомби», тогда еще без буковки «и» на конце, по крайней мере, в англоязычной литературе появилось в 1838 году в рассказе «Неизвестный художник», и потом очень долгое время зомби, как выяснилось, были жертвами. Первый случай, когда зомби не жертва те, кто рядом, это тот самый фильм «Ночь живых мертвецов». Но в 1985 году «Возвращение живых мертвецов», вы помните, все еще больше изменилось. То есть зомби, они стали попроворнее, и они стали охотиться за мозгами, и они стали разговорчивыми. Но в нашем сегодняшнем фильме они еще чудеснее. Вот. И, кстати, еще один факт, который взорвал мне мозг. То есть мы с вами все привыкли, что ответственны за наше знание о мире в первую очередь британские ученые. Американские, они без дела тоже не остаются. В частности, в Политехническом университете Ренни-Селлерском в штате Нью-Йорк провели такое чудесное исследование, которое показало, что вроде бы человечка слишком мал до хлипок и не может раскусить череп. То есть, как так? Куда вообще наше любимое кино в таком случае бьется? Но, переходя все-таки к нашему фильму, коротко о главном. Фильм совершенно удивительный. То есть он снимался всего за 32 дня, и это были 32 выходных дня. То есть, по большому счету, он снимался год. И когда Перикл Льюинес закончил фильм, причем это такой был беспрецедентный случай, потому что фильм мало того, что сняли на видеопленку, его выпустили на видеокассетах. Когда Льюинес хотел, чтобы все-таки кто-то вообще взял его фильм в дистрибуцию, он писал очень многим. Отозвалась только наша любимая студия Трома. И вы поймете сейчас, почему они отозвались. В этом фильме очень много страданий. Потому что, то есть, к примеру, тот самый режиссер Льюинес в первом дубле с бочкой с радиоактивными отходами умудрился сотрясти себе мозг. Но мы помним с вами, что на следующие выходные съемки продолжились. Вот. Конечно, они длились круглый год. Были такие дни, когда искусственная кровушка застывала, замерзала. Макияж у зомби намеренно плохой, но его делали
обычно по 3-4 часа. Вот. И кино, конечно, адски малобюджетное, потому что даже когда вы увидите у одного из персонажей Энди рюкзачок, просто помните о том, что это на самом деле сумочка для памперсов детей другого актера, Мартина Волфмана. Вот. И да, естественно, что в этом фильме есть и сцены, снятые без разрешения, это сцены в приюте. Разумеется, офис армейского начальника — это не что иное, как полицейский участок. Вот, то есть замечательное, очень плохое кино. Всем приятного просмотра. Спасибо.